Идея возникла в результате выступлений в различных соревнований. Мы пробовали разные комплексы снайперские, и спортивные, и не только. И в результате таких апробаций мы пришли к тому, что сам калибр, который мы взяли за основу 6,5 ПРС, он не совсем или вообще не отвечает требованиям, критериям профессионального стрелка. Потому что винтовка, которая покупается в магазине данного калибра и самыми громкими названиями топовой винтовки в этом калибре, они по своей комплектации не подходят для того, чтобы этот калибр, он раскрыл весь свой потенциал. На самом деле он очень перспективный. То есть винтовка не подходит по длине затворной группы, по жесткости затворной группы. Далее магазин не подходит. И мы решили уже как бы сами взяться за это. Давно эта идея у нас возникла. И сделать винтовку, которая бы полностью отвечала требованиям профессионального стрелка. И в этом нам помог Bespoke Gun. Они давно, это наши друзья, они давно поставляют нам снайперские комплексы. И мало того, это, наверное, один из лучших производителей в мире. Я могу это сказать, потому что через мои руки прошли разные снайперские винтовки, разные комплексы, и я могу дать объективную оценку. Сам метод нарезки затворной группы, он происходит у них электроэрозией. То есть не просто у них высокотехнологичное оборудование, которое позволяет нарезать в патроник, то есть задавать вот эти формы, с погрешностью несколько микрон. Это очень важно. Это очень важно. И что еще позволяет этот метод? Он при нарезке не вносит никаких отрицательных напряжений в заготовку. Понимаете? То есть, когда если бы это все делалось простой фрезой, то мы бы вносили напряжение в заготовку. А здесь это напряжение, оно полностью отсутствует. Это позволяет этот способ нарезки. И это максимально точный, экстремально точный способ нарезки. И таким образом, то есть мы сделали, вот видите, ширину затворной группы под патрон, под правильный патрон. Здесь сейчас магазина нет, он отсутствует. Магазин здесь тоже сделан из карбона, то есть он не боится ни падений, ни ударов, без разницы. Живучий. Да, да. Про дальность есть что-нибудь такое? Дальность. Вчера мы отрабатывали то, что мы отстреляли вчера. То есть мы первый раз взяли в руки винтовку, я даже не был уверен, потому что расстрелять баллистику и понять ее. Мы сделали выстрел 455. На минуточку это калибр 6,5. Он не должен, казалось бы, лететь на так далеко. Но баллистика и потенциал этого калибра плюс правильный инструмент позволяет работать на большие дистанции. Винтовка будет носить название Rus Bespoke. Это военный или спортивный? Это спортивный комплекс. Нельзя сказать, что не может быть использована, не может быть использована в каких задачах. Нельзя так сказать. Она будет очень точной, особенно если мы говорим о полицейском снайпере, где нужно работать на коротке. Это она будет экстремально точной. Это нельзя сказать, что она не может быть использована.